Друзья, всем привет! Паша на связи. Киев, Украина. На дворе 3 марта. Весной вроде бы как еще не пахнет, но температура уже, как видите, без шапки. В одном из прошлых роликов вы просили в комментариях, обзор, небольшой обзор на бытовую технику. И, назовем так, какой-то отдел. Имеется в виду фотоаппараты и тому подобное. Сегодня я в эпицентре, да, видите, эпицентр. Тут огромный выбор пылесосов, холодильников, стиральных машин, куча всяких гаджетов, куча всяких дополнительных приблуд. И поэтому смотрите до конца, сравнивайте цены, пересчитывайте по своему курсу. Погнали! Этот эпицентр, конкретно этот эпицентр, он после обновления, его где-то обновляли, не знаю, месяца, наверное, 2, может быть, даже больше, стал более просторным, стал более светлым, стал более, таким, знаете, каким-то комфортным. Я уже тут был после обновления, и мне, честно говоря, понравилось. На втором этаже появилось большое количество для детей всяких увеселительных, каких-то локаций, то есть это горки бесплатные, потому что на втором этаже там больше для детишек. И для того, чтобы пока родители выбирают какие-то одежду, игрушки детям, вот как раз сделали бесплатную такую локацию. Так, мы с вами пробираемся в отдел с бытовой техникой. Напомню, что пойдете налево. Напомню, что на сегодняшний день для того, чтобы понимать курс и понимать цены, вы можете делить это на 38, это доллары будут, то есть 1 доллар 38 гривен и 1 евро это 40 гривен. Всю остальную валюту вы можете сравнивать, просто посмотрев по курсу на сегодняшний день, сколько чего у вас стоит. Так, давайте посмотрим, что у нас на сегодняшний день есть. Давайте начнем, наверное, с бытовой техники, потом перейдем к каким-то, мелким каким-то вещам и будем сравнивать. Сразу для сравнения хочу, даже не для сравнения, а сразу для понимания цен, вы можете ставить на паузу, смотреть модель, гуглить ее, смотреть в поисковике, сколько стоит конкретно эта модель в вашем, допустим, городе. Все просто. Буду рад услышать в комментариях, насколько это дешевле или дороже по сравнению с вашим, допустим, товаром в вашем городе. Так, давайте начнем со встроенных плит. Допустим, вот у нас есть Interline, да? Это, если я не ошибаюсь, украинский бренд Interline. У меня духовка этого бренда и у меня варочная поверхность газовая этого бренда. Цена-качество соответствует, то есть нормальный такой. Interline, духовка 20 тысяч гривен. 20 тысяч гривен, если делить на 38, то получите в долларах. Если рассрочка, вы хотите рассрочку, да, то это 1600 гривен в месяц на год или на 17 месяцев 1176. Все духовки сейчас, большинство духовок делают электрические, потому что в них очень много всяких режимов. В газовых духовках режимов намного меньше. Бюджетный вариант варочной поверхности пирамида 4933 гривны. Это порядка где-то 150 долларов, если я не ошибаюсь. Все просто, механическое управление, съемные такие вот чугунные, не чугунные, даже не знаю, не тяжелые, наверное, не чугунные штукенции. Индезит. Мне, честно говоря, больше нравятся варочные поверхности, которые не металл, потому что металл имеет место портиться, поцарапал где-то что-то, каким-то абразивом вытер, вымыл, он облез, разъел его. А мне больше нравится вот такого вот плана стекло. То есть
Главное, чтобы на это стекло, допустим, у вас не падала тяжелая чугунная вот эта вот подставка, подпорье. Вот, кстати, пирамида, вот модель, смотрите, пирамида PFG 604T, 6520 гривен. Интерлайн. У меня вот примерно вот такая вот варочная поверхность, ничего не имею против. Есть свои косяки, возможно, когда-то запишу на нее обзор, но она у меня двухкомфорочная. Вот примерно вот такая. Мощная и маленькая комфорка. Не знаю, до этого когда-то была четырехкомфорочная, но, как показывает практика, у вас, как обычно две комфорки занимают как просто подставка. То есть просто вы храните там кастрюли и сковородки. Ни разу не было такого, чтобы мне не хватало двух комфорок. Ну, единственное, что когда там что-то много на новогодние праздники готовите. Вот, допустим, Интерлайн у нас стоит 9399. Так, вот такие вот подставочки тоже очень удобные. Это для вок. То есть, кто готовит лапшу китайскую и тому подобное, тоже неплохо. Давайте посмотрим что-то подороже. Вот подороже у нас есть Whirlpool. Whirlpool модель AKZ 96230W. Цена со скидкой 17700. 17700. Управление уже такое более, видите, более интересное. Не механическая. Но, как говорят большинство ремонтников, да, сервисников, чем проще, тем лучше. То есть, если вы покупаете вот такое вот управление, то его будет починить, заменить намного легче, чем какое-то сенсорное. Вот, кстати, очень неплохие штуки белого цвета, вирпуловские тоже. Цена почти 12 тысяч, 11 800 гривен. Electrolux 9199 гривен. Модель видите сверху. И GT624 2 НВК. Можете сравнить, загуглить, посмотреть, сколько в вашем регионе оно стоит. Это подходит, не знаю, как она правильно называется, комбинированная поверхность. То есть тут у нас и газ, и, как она называется, которая не греется. Точно такая же электрическая сенсорная стеклокерамика. Тут вообще управление, видите, все сенсорное. По идее, вот эта вот штука, она не должна греться, то есть вы не должны обжигаться, или ребенок ваш. Интерлайн тоже сенсорный, 18 600 гривен. Electrolux 16 509. Ну, выбор есть. То есть, если сравнивать, да, среднюю цену, вот я сейчас смотрю, если сравнить среднюю цену на духовки, то я думаю, ну, вот я так смотрю, 12, 13, 10, 17. То есть средняя цена порядка где-то, наверное, 13-14 тысяч гривен. Есть дешевле, есть дороже, зависит от бренда, зависит от того, сколько тут наворотов, да. Есть ли сенсор, есть ли просто механическое управление. Если говорить про газовую поверхность, ну, про варочную поверхность, неважно, газовая, не газовая, большинство тут газовых, как вы видите, то средняя цена, ну, порядка, наверное, где-то 7-8 тысяч. То есть есть 10, есть 8, есть 9, есть 16, ну, порядка, так скажем, 9 тысяч гривен. Что касается вытяжек, да, вытяжки, они, в принципе, недорогие, и все они плюс-минус несут одну и ту же цель. Это вытягивать воздух. Вытяжка. Мы выбирали вытяжку чисто по громкости и по мощности. Все. Ну и по дизайну, понятное дело. Средняя цена вытяжек, как вы видите, примерно где-то там от 2900 до 5000 гривен. Пирамида, вот есть, да, такие вытяжки, 6500.
вытяжки, которые выглядят, ну тут, кстати, вот нету таких, я не вижу, головой кручу, а нет, вот есть, сейчас подойдем. Это вытяжки встроенные в шкафы, то есть вы можете встроить, и у вас будет вровень просто. Есть вытяжки, которые вот таким образом выдвигаются, ну не конкретно это, а просто выдвигается, вот 6400, 6700 гривен, то есть работать она начинает без нажатия кнопочек, а просто выдвинули и погнали. Нет, кстати, какие-то есть штуки, не знаю, по идее всегда должна работать на выдвижение. Мы повесили вытяжку, чтобы не биться головой, потому что любая вытяжка вот такого вот плана, она, ну ты когда стоишь, постоянно у тебя перед глазами эта вытяжка. На мой взгляд, на сегодняшний день наиболее актуальные вытяжки это вот такого вот плана. То есть вы, когда стоите перед ней, вы в любом случае видите максимум и дальнюю конфорку, и вам ничего не мельтешит перед глазами. У нас вытяжка на сегодняшний день дома, ну, примерно вот такого вот плана. То есть без всяких наворотов, без прибамбасов, даже нет, вот такого вот плана. Спереди кнопочки, но она в один ровень. То есть такая, но с кнопочками. Выбирали чисто по шуму, по звуку и по мощности. Это порядка 7000 гривен. Черные 8, 9, 800. Цены видите. То есть обычная вытяжка, она намного дешевле. Так, давайте, пока мы находимся тут, посмотрим цены на стиралки. Стиральные машины. Whirlpool. Модель FFB 9448. 18 тысяч гривен. 18 тысяч гривен. Так, не будем открывать, не будем ломать. Поверим на слово, что это та же самая модель. Samsung, ну, кстати, Samsung интересно, но подороже будет. Хотя, по сути, выглядит там, мне кажется, интереснее. 23 тысячи. Это все стиральные машины, без наворотов. Опять же, когда мы выбирали на дачу стиральную машину, то я брал вот с таким обычным управлением, без всяких сенсоров. Потому что, опять же, мастера говорят, если у вас что-то где-то клинит, ломается, в более мощных стиралках вам нужно всю чуть ли не плату менять. В этих все обстоит более легко. 13 600 99 и 16 799. А это бонусы, это полный комплект, какой-то монтаж, 2000 гривен. Стиралка 14 999, 15 999, но это бюджетная, это индезит. Не очень они бюджетные, но она на 8 килограмм. Не знаю, 8 килограмм легче, мне кажется, чаще стирать, чем загружать на 8 килограмм, чтобы там все эти барабаны и подшипники вылетали. Вот такие вертикальные стиральные машины. У кого есть необходимость, просто сверху загружаете, и не нужно места для того, чтобы переднюю крышку, переднюю дверцу открывать. Тоже, говорят, неплохие, но вертикальные стиралки, они всегда дороже. То есть при одинаковых составляющих, при одинаковых характеристиках, вертикальная она будет всегда дороже. 15 тысяч, 16 тысяч. В то время как эти можно купить намного дешевле. Это подороже. Тут у нас вот максимально самая дешевая есть, допустим, да, 9999. Дешево, сердито, максимальное управление, все простое. Выставили программу, дополнительное полоскание и погнали. 10 тысяч гривен. 10 тысяч гривен это порядка где-то, ну, 250 долларов, может быть меньше чуть-чуть. Beko, не знаю, что за бренд, посмотрите. Whirlpool 23 тысячи. Samsung, это я не знаю, что такое, что это за барабаны. Впервые вижу какие-то шаттлы у нас перед глазами. Виробник Китай. Тип двигателя инверторный, скорость отжимания 1400, размеры в принципе стандартные.
Так, что у нас с этой стороны есть? Тут у нас индезит тоже, но более дешевая. Почему? Потому что сенсорного управления нет, тут все механическое. 6 килограмм машинка. И этот индезит точно так же 6 килограмм, 10 тысяч гривен. Это у нас стиральные машины, это у нас посудомойки. Жизнь без посудомойки и с посудомойкой точно так же, как жизнь без стиралки и со стиралкой. Вот примерно так же. То есть, если у вас еще не стоит посудомойка, в перспективе задумайтесь о ней. У нас посудомойка вот примерно вот такого плана. Выбираете кнопочкой P программу. Около 2 часов все это дело стирает. Стоимость около 13 тысяч гривен. Загружать, ну, мы загружаем примерно где-то за день. То есть примерно посудомойку мы используем раз в день. Вот такой вот посудомойка. Вирбул аналогичная 17 тысяч гривен. Элиос какой-то 15 тысяч гривен. Те, которые помощнее, 18 999 и 24. Это посудомойки просто отдельно стоящие. То есть если у вас уже сделан ремонт, но вы хотите где-то что-то поставить, как, знаете, как микроволновку, просто ставите рядышком и все. Газовые плиты, если есть необходимость обновиться, то вот самая бюджетная газовая плита 6, 9, 200, 8, 700, 9 500. Ну, 9 500 тысяч, 9 600 тысяч гривен, это порядка где-то $250. 11, плюс-минус одинаковые, разница в размерах и, по сути, разница в бренде, я даже не знаю, в чем еще разница. Вот градусник есть. Ну и в дизайне. То есть я думаю, что каждая хозяйка выбирает себе в первую очередь по красоте, по дизайну. 13 тысяч гривен. Электрическая плита Beko. Это газовая плита Hansa, 13 тысяч гривен. Плита Electrolux широченная, широкая, 14 тысяч гривен. 14 тысяч гривен, это, наверное, где-то $350, может быть. Еще у нас есть всякого рода вот такие вот зарядные станции, которые были актуальны ровно год назад. EcoFlow, 35 тысяч гривен, ну, порядка где-то там $900. EcoFlow 2 Pro River. Та, которая поменее, River Max, 25 тысяч гривен. Сейчас, ну, раз люди уже купили, я думаю, они им пользуются. Но вот что делать, допустим, с генераторами, то я даже не знаю, куда их люди девают. Мониторы. Мониторы, средняя цена, да, на монитор вы видите, начиная от 4000 и заканчивая 10 тысячами гривен. 8 900, 10 и так далее. Так, что у нас по телефонам? Телефоны Oppo, да, если я правильно называю, 4500 гривен. 4 оперативы, 128 встроенной. Точно такой же бренд 6000 гривен. Точно такой же бренд 8 гигов, 256 встроенной, 12 тысяч гривен. Ну, такой телефончик. Не знаю, для моей даже руки, не маленькой, он, в принципе, огромный, мне кажется. То есть телефон, думаю, должен быть, ну, вот такого вот размера, чтобы он помещался в карман. 7 900 и 10 тысяч гривен. 10 тысяч гривен – это около $250. Так, Samsung S23. 38 тысяч гривен. S23. Это у нас 8 гигов памяти, 3900 аккум и 128 встроенная память. Миниатюрный, ну, знаете, под Apple, мне кажется, с не скошенными этими краями. S23
Samsung. Samsung 12 оперативы, 256, 5G, 55 тысяч гривен. 55 тысяч гривен это, ну, примерно, мне кажется, это за 1300, наверное, где-то, может быть, больше. Сложно с математикой. Galaxy S23 Plus на 8 гигов, 256 встроенной, 44 тысячи. Tab S9 36. Сравнивайте цены, не успеваете, просто поставьте на паузу, посмотрите, что за модель я показываю, и потом уже сравните, сколько это стоит в вашем магазинчике. Samsung Xiaomi. Xiaomi 4 999. Это у нас Redmi 12. 4 гига встроенных и 128, 4 гига оперативы и 128 встроенных. Вот такая вот Xiaomi у нас. Кто-то называет Xiaomi. Xiaomi, у меня прям слух режет. Ну, по факту Xiaomi. 5900, 5600. Это, ну, около где-то $170. Redmi 12, 8 оперативы, 256 с NFS. Смартфон даже не слышал такой. Infinix Note 12, 6 гигов и 128 встроенной. Samsung Galaxy A54 1499 999. Samsung A34 цену видите, 11 тысяч. Что у нас есть еще? iPhone 11 на 128 22 тысячи гривен. Давайте посмотрим фен. Мощные фены. Philips, самый дорогой, 9500 гривен. Есть за 7, есть за 3. Ну, если у нас есть парикмахеры, то скажите, какой фен из этих будет лучше всего. Самый дорогой комбайн 22 999. Ну, это по-суровому, это мощно, конечно. У нас есть такого плана, но у нас, ну, примерно вот такого вот размера. То есть все равно удобен. Кто не пользовался, рекомендую. Можно и фреши тянуть, можно и все что угодно, и шинковать, и резать, и тому подобное. Мясорубки. Мясорубка 3 999, 4 999, 3 599. Molinex ME 30, 78, 32. Смотрите, сколько у вас эта модель стоит. Так, дальше. Телевизоры. Телевизоры. Словаччина. Smart TV 23 499. Так, телевизор 55 дюймов. Ну, мне, например, для комнаты 55 дюймов, это, честно говоря, многовато будет, скорее всего. Потому что просто физически ты не сможешь отодвинуться от телевизора на такое расстояние, чтобы в него не упираться. Правильно? Правильно. Так, телевизор бренд Kiwi. Не слышал такой. Kiwi 23 тысячи. Те же 55 дюймов, но смотрится отлично. Тоненькая рамка, все четко. Samsung 55 дюймов, 27 тысяч гривен. Модель я не выговорю, но если захотите, можете посмотреть. И тут уже пошла большая артиллерия. 65 дюймов. Samsung. Цена 43 тысячи гривен. Со скидкой. Без скидки 48. 32 дюйма, который более практичный, да? 17 тысяч гривен. 11 тысяч Samsung с подставочкой. Ну, и на стену тоже можно вешать вот на эти кронштейны сзади. То есть не обязательно ставить на подставку. Сейчас абсолютно у каждого телевизора есть возможность на кронштейн вешать. Пока идем к холодильникам. Морозильная камера. Вот. Много хотите мороженого. Знаю, что многие морозят, да, летом ягоду с сел с дач. Вот. Покупаем такой холодильник, мяско и замораживаем. 20 тысяч гривен. Ну, хватит, я вам думаю, вам и всем вашим соседям. Я не знаю, сколько тут
можно уместить литров. Поменьше морозильная камера. Румыния, країна-виробник, гарантия 3 года, 15 500 гривен. До минус 15, я так понимаю, можно заморозить. Холодильники. Друзья, что я вам хочу сказать про холодильники? Да и вообще, в принципе, про бытовую технику. Если сегодня она вам, в принципе, не нужна, это не значит, что она вам не понадобится завтра. Рассказываю два явных примера, которые были на моем опыте. Первый пример, когда у соседа сгорело дома все, то есть и холодильник, и микроволновка, телевизор, ноутбук, все, что, короче, было подключено в розетку. Был какой-то перепад просто напряжения, и все погорело. Вот все. И второй пример, это когда мы приехали с дачи, у нас был холодильник, ну, не из таких вот новейших, а вот примерно, ну, не знаю, ну, вот такого вот плана примерно. Мы приехали, мы открыли морозилку, мы открыли холодильник, и мы чуть просто не попадали в обморок. Потому что там где-то что-то сбойнуло, короче, он примерно неделю стоял выключен. Оттуда все как начало течь, это мясо просто как Титаник начало выплывать отсюда, все падать. Вонь такая просто от мяса, которое в замкнутом пространстве лежало неделю, вы просто не можете этого себе представить. И отмыть его было просто физически нереально, невозможно, поэтому купить новый холодильник было намного легче, чем его отмывать. Купили мы уже, понятное дело, не такой, а вот такого вот плана, как минимум с морозилкой снизу, но к чему я? К тому, что никто не застрахован от покупки какой-то бытовой техники, хотя многие же рассчитывают, купили и все, и на всю жизнь. Холодильник купили, вот он у вас уже 9 лет работает, и еще должен проработать 20 лет. Не факт, не факт. То же самое касается и с другими там посудомойками, стиралками. Так, начинаем. Начинаем с холодильников мощного порядка, 45 тысяч гривен. Вот такая вот у нас в Нарнию. Вот. Я даже, видите, не могу поместить это все на экран камеры. 39 тысяч. 39 тысяч это порядка где-то $1000 бэка. Для большой семьи идеальный вариант. Помещается все и даже больше. 2 створки. Максимально удобен. Все, что нужно, поместится. Все, что нужно, влезет. Сенсорное управление. Есть холодильники, которые высвечивают даже вам, что там не хватает. Не хотите 2 створки, пожалуйста, 35 тысяч гривен, те же самые $900. Камера морозильная. И сам холодильник, чтобы он на меня не завалился. Вот такой вот агрегат. Не знаю, зачем холодильники ставят на постамент. Наверное, чтобы он казался выше. Да? Посмотрите, все холодильники на постамент. И мне даже с моим ростом, видите, типа холодильник даже выше меня. 3 года гарантии, $1000. Bosch 29 тысяч гривен. Модель вы видите. Можете посмотреть, сколько она стоит у вас. Samsung 28 499 гривен. С технологиями там какими-то антизапотевания, антизамерзания. 28 500 гривен, для понимания, это $750. $750. Бека 19 тысяч гривен. Ну, округлим. 20 тысяч гривен. Делим на 38, это $526. Вот так вот выглядит бека. И поменьше, пониже, поменее вместительней. 16 999 гривен Whirlpool. Посмотрим более бюджетные. 16 тысяч гривен холодильник Indesit. Indesit, они считаются, в принципе, недорогими холодильниками. Обычный холодильник, без всяких наворотов. Не исключаю, что его даже нужно будет размораживать самому, потому что обычно на задней стенке есть слив, да, когда он автоматом размораживается, то там есть слив. Через этот слив вода попадает на
мотор и испаряется. Вот есть даже холодильник с 3 секциями. То есть разницы, честно говоря, не вижу в том, чтобы открыть одну вот такую вот секцию, да, и тут 3 поддона, 3 ящичка. 1, 2 и 3. Тут сразу открывается почему-то отдельными такими частями. Самый дешевый холодильник, который я тут смог найти, 13 333 гривны. Но он низкий. То есть по сравнению, вот сравните с более высокими, видите, он ниже, потом идет выше, 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 выше. Модель Indesit LI6 S1E, 13 тысяч гривен. Все дешевле вроде бы тут даже и нету. Нет, обманул. Либертон какой-то, 8999. Это 250 баксов, 168 литров. А это не холодильник, это морозильная камера, вертикальная просто. 2900, 1900, миллион утюгов, Philips, автоотключение, не автоотключение, Tefal 1900, 2300. Утюг как утюг, 1400 гривен. В чем разница? Я без понятия. Не пользуюсь утюгом уже лет 10, наверное. Самый дешевый утюг 399 гривен. Up, да, 7-Up какой-то утюг. 399 гривен. 399 гривен это что-то около 10 баксов. Вроде бы 10 баксов. Пылесосы. Пылесосы стандартного плана, да, то есть обычного. 3300, 3600, Bosch, 4300. Помощнее идут 6 и 5300. Ну, зависит от мощности всасывания. Bosch 5300. Ну, не знаю, куда такую махину можно вместить. То есть, если еще вот такой вот, куда не шло, да, плюс-минус миниатюрный, то какую-то вот такую вот махину, выступающую со всех сторон, я не знаю, куда ее можно поместить. После того, как мы купили аккумуляторный пылесос вот такого вот плана Samsung 70-й серии, сейчас посмотрю, есть ли он тут или нет, я точно так же не представляю, как можно пользоваться обычным. Плюсы аккумуляторного. Не нужно раскладывать готовность, взял и начал пылесосить, то есть с улицы пришли, где-то что-то насыпали песка и за 10 секунд это все убрали. У меня вот такого вот плана Samsung. Вот такого плана, похож. Вот сюда вставляется аккумулятор. Это, наверное, есть 10-я серия, 10-я версия Samsung. Не вижу тут модель. Да, 7031. 10 тысяч гривен примерно стоит. Лично мне вот такой вот пылесос очень нравится. Более того, тут оно отстегивается, и можно, допустим, пылесосить даже в машине. То есть взяли, хватает примерно где-то на самом низком режиме где-то на 15 минут, на среднем 10 минут и на самом мощном где-то на 5 минут. Если, конечно, квартира у вас больше 100 квадратных метров, то, скорее всего, аккумуляторный или должен быть вторым пылесосом, или вы просто разбиваете уборку не на один день по субботам, да, а на несколько дней среди недели. Bosch 17, цены видите, да, 15, 13, 11, 10. Ну, тоже ребята выбирают Bosch серия 8. Чайники. В одном из предыдущих видео я смотрел чайники в Ашане. Ссылочку оставлю в комментариях или во всплывающей подсказке. Кофемашины 30 тысяч гривен, 32, 28. По красоте ничего не имею против, абсолютно не разбираюсь, но выглядит достойно. 18 тысяч, 15 и 11. Друзья,
О, мы с вами обошли кучу телевизоров, но не увидели самого главного. Он у меня даже не помещается в камеру. 85 дюймов. 85 дюймов за телевизор Samsung. Нужно отвалить 56 999 тысяч гривен. Это 1500 долларов. Вот такая вот эпопея. Это вообще, конечно, просто размер, с которым просто не поспоришь. Действительно. 85 дюймов. Сколько это в размерах, даже страшно сказать, но это мощно. Это мощно, это действительно мощно. Друзья, вот мы с вами посмотрели бытовую технику в эпицентре. Если затянул, извиняйте. В одном из следующих видео мы с вами обязательно пройдемся по фудзоне, по продуктам в эпицентре. Если вы не знали о том, что эпицентр, строительный магазин, продает тоже какие-то помидорчики, огурчики, хлебушек, мяско, то я вас уверяю, что это все есть. И вот оно. В этом отделе все. От масла и заканчивая пивком и всем остальным. Посмотрите размеры. Обязательно подпишитесь, чтобы не пропустить это видео про эту фуд-индустрию в эпицентре. Ну, а если вы хотите поддержать данное видео, которое только что у вас было перед глазами, то обязательно палец вверх, обязательно подписка и обязательно какой-то коммент, чтобы у нас был с вами диалог. Что вы хотите еще? Какие цены? На что? На какую продукцию в Киеве? Буду рад услышать. До новых встреч, новых видосов. Всем пока.